Вот, получается, Здравствуйте, коллеги. только на нашу зайдет, получается. Остается сильнее человеческий. Мы кого-то слышим еще? Вот, включилась. Вот, включилась. Слушай. Мне кажется, это у Галины включен микрофон. Всё. Здравствуйте, коллеги. Тема нашего вебинара сегодня в рамках проекта «Библиэкспресс. Знания с доставкой на дом. Создание библиографической записи на составную часть ресурса ВАПА Global». Меня зовут Анастасия Николаевна Чупрова, я ведущий библиограф. Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать в чат. Если у нас будет время, мы с вами их разберем. Если же времени у нас не останется, то можно задать эти вопросы потом на почту, которую я дам в конце, либо позвонить по номеру телефона, который я также укажу. Сразу стоит отметить, что нашими специалистами создана инструкция по созданию записи на составную часть ресурса в автоматизированной информационно-библиотечной системе АПА Global, которая расположена у нас на сайте во вкладке «Коллегам» в методических материалах. Путь на слайде прописан. Сегодня же мы с вами, можно сказать, на практике посмотрим, как создавать записи, рассмотрим заполнение основных полей и подполей и также разберем некоторые примеры. Некоторые поля, которые реже всего используются, мы с вами сегодня опустим, так как у нас ограниченное время и они довольно-таки простые в заполнении, я не думаю, что у вас возникнут с ними вопросы. Но все эти поля, конечно же, прописаны в инструкции. Сегодня мы с вами больше времени уделим заполнению и вариантам заполнения как раз вот тех полей, которые чаще всего встречаются. Я буду заполнять поля в электронном каталоге. Иногда буду переключаться на презентацию, где мы будем с вами рассматривать примеры. Мы разберем сегодня создание записи на статью из сборника, а также посмотрим особенности на статью из периодического издания. Это Наиде Семеновна мне надо, это не надо. Хорошо. Наиде Семеновна. Поехали. Перед началом ввода библиографической записи нужно проверить, расписан ли у нас этот сборник или это периодическое издание. Мы кого-то слышим, сейчас попробуем убрать звук. Там по статьям не нашел. Так, еще секундочку, у нас просто, мы кого-то слышим, и нам немного это мешает. Сейчас попробуем включить. Это там библиотеку. Нет. Домой не пробовали такие? Интересно? Интересно. Я там пробовала. Там приложение специально скачиваешь. Наводишь на картинку. А про чего брать? Там фиксики были у нас. Я просто подключила, думала, Мы И слышим там задание, типа, собери. все. Владимир, все правильно, собери задание. Хорошо, ладно. Так, хорошо. Как я уже сказала, перед началом создания библиографической записи мы должны проверить, не расписан ли этот сборник, либо это периодическое издание, конкретный выпуск или номер журнала. У нас открыт электронный каталог, выбрана та база, в которой я расписываю, наша библиотека расписывает статьи. Вы выбираете
ту, в которой работает ваша библиотека. И в область поиска мы выбираем заглавие источника и выбираем тот сборник, который нам нужно проверить, или то периодическое издание, которое мы должны расписать. Вот у нас сборник, например, «Социальная организация народов Сибири». И мы нажимаем «Искать». Мы вот увидели, что статей на этот сборник нету, и поэтому мы теперь нажимаем кнопочку «Новая запись» и приступаем как раз вот к самой записи. Выбираем для начала из предложенного меню нужную позицию. Для нас это, конечно, аналитика из анатомных изданий, потому что это издание у нас не продолжающее, не многотомное, оно у нас в единственном экземпляре. Выбираем. И открывается перед нами лист с полями, которые мы как раз будем заполнять. Хорошо. Во втором и третьем столбце у нас есть индикаторы, которые тоже нужно иногда редактировать. Они по умолчанию проставлены. Я сегодня обращу ваше внимание только на те индикаторы, которые чаще всего используются. Но эти все индикаторы также прописаны в инструкции. Хорошо, начинаем мы с первого сотого поля данной общей обработки. Мы нажимаем на окошко для заполнения, и у нас появляется такая вот активная, можно сказать, ссылочка данной общей обработки. Мы на нее нажимаем, и у нас открывается таблица с позициями, с различными функциями. Первые три записи, первые три позиции мы не трогаем, они заполняются автоматически, это сегодняшняя дата. Мы заполняем позицию 9. Вот мы видим, что в позиции 8 у нас документ с точной датой публикации, то в позиции 9 мы заполняем год. Например, этот сборник у нас вышел в 2017 году, и мы так и прописываем 2017 год. Также мы заполняем позицию 17, если нам это необходимо, код целевого назначения. По умолчанию у нас стоит значение М для взрослых общего характера. Если у нас статья научного характера, либо предназначена для детей или для юношества, мы также выбираем нужную нам позицию. Но здесь мы оставляем, у нас статья для взрослых общего характера. Также мы отмечаем позицию 20. Код публикации органа государственной власти. Если статья у нас не является официальным документом, то у нас стоит по умолчанию, мы должны отметить неправительственная публикация. Если же у нас официальный документ, то мы проставляем код в зависимости от уровня власти, который принял этот документ. Ну, например, решение муниципального образования. Мы бы выбрали, например, местный. Хорошо. Нажимаем ОК. Угу. Далее, 101 поле. Язык документа. По умолчанию у нас стоит русский язык. Если статья у нас опубликована параллельно на 2 и более языках, мы дублируем подполе $А, и когда мы на него нажимаем, из него выходит как раз список языков, и мы выбираем, какой нам нужно. Ну, например, если у нас статья параллельно на 2 языках, русском и английском, мы выбираем вот английский. Ну, у нас статья на русском языке. Еще в этом поле можно выбрать язык оригинала, $C. Мы выбираем из выпадающего списка, например, это перевод с немецкого языка. Выбираем, и так вот у нас вставляется. Далее, поле 102, страна публикации или производства. Поле содержит коды стран публикации или производства ресурса. По умолчанию мы видим, что здесь стоит Россия. Также мы нажимаем на подполе $А, и выпадает у нас список. И выбираем страну, которая нам нужна. Так, у нас тут лишнее. 105 поле. Поле кодированных данных, текстовые ресурсы, монографические. Приводим характеристики статьи. Тоже нажимаем на окошко для заполнения, выбираем подполе $А и выбираем здесь те характеристики, которые нам присущи в статье. Например, у нас есть в статье фотографии и карты.
Здесь у нас даны 4 позиции для кодов иллюстраций. Мы в позиции в нулевой как раз отмечаем иллюстрации. Во второй позиции, то есть позиция номер 1, выбираем карты, например, у нас там есть. И все, эти 2 поля не трогаем, 2 позиции не трогаем, нам этого достаточно. Также, если надо, мы отмечаем код формы содержания, тоже предложен список. Код литературного жанра, если нам нужно, тоже есть список, например, литературный текст, мы можем отметить. И код биографии при необходимости тоже можем отметить. В данном случае мы не будем отмечать. Окей. 181 поле, поле кодированных данных, вид содержания. Открываем также подполе $А и выбираем нужную позицию. Для печатных публикаций с небольшим количеством иллюстраций мы выбираем значение iText. И нажимаем ОК. Если же у нас статья в равных количествах находится, расположен там текст и, например, фотографии, то мы дублируем поле 181. Давайте можем повторить. Давайте предположим, что у нас как раз такая статья и есть, то мы выбрали в первом значении текст, во втором значении выбираем изображение. То есть в этой статье у нас в равных частях текст и фотографии. Поле 182. Поле кодированных данных, средства доступа. Поле содержит данные, определяющие тип средства, используем для передачи содержания, описываемого ресурса. Поле повторяется, если ресурс содержит различные виды содержания. Также мы открываем открываем подполе А, и выходит у нас список. Для обозначения печатных публикаций мы выбираем значение непосредственное. То есть содержание доступно для восприятия, доступно для использования без какого-то специализированного устройства, непосредственно как раз органами человека, органами чувств человека. Выбираем непосредственное. То есть здесь у нас текст, здесь у нас изображение, здесь непосредственное. 203 поле, оно схожее, тоже вид содержания и средства доступа. Но если мы в 181 и 182 полях, это у нас более такая внутренняя функция, то здесь у нас запись будет видна в самой библиографической записи в целом. Здесь мы сделаем так, что как она будет вообще выглядеть в нашем электронном каталоге. То есть эти функции мы не увидим, а здесь мы увидим запись. Выбираем тоже у нас текст. Мы решили, что у нас текст и изображение пополам. И выбираем $C. То есть здесь у нас мы отмечаем только 2 подполя, $А и $C. $C. И выбираем уже непосредственные. Тут уже по согласованию с прилагательным согласовываться с нашими существительными, с нашими данными. Хорошо. Далее 215 поле, физические характеристики. Заносит сведения об иллюстрациях, фотографиях и так далее. Заполняется подполе $C вручную, так как мы решили, что у нас фотографии. Здесь слова сокращаются. Ну и, допустим, там у нас еще есть какие-то рисунки. Так вот мы можем отметить. Теперь перейдем к 200 поле заглавия и сведения об ответственности. Слова и словосочетания в основном заглавии, сведениях, относящихся к заглавию и сведениях об ответственности не сокращаются. Вводим основное заглавие. Ну, допустим, притяжение коми Земли. Вот так и впишем. Притяжение коми Земли. Ну, допустим, в статье у нас дано такое название. Что мы еще заполняем в 200 поле? Мы заполняем $D, параллельное заглавие. Это основное заглавие представлено на другом языке.
В данном случае его нет, мы его заполнять не будем, но если бы мы его заполнили, то также мы должны были бы отметить в подполе $C язык параллельного заглавия и выбрать его отсюда из выпадающего списка. И также мы должны были бы еще прописать это параллельное заглавие в 510 поле. Параллельное заглавие сюда. Угу. Далее подполе $E сведения, относящиеся к заглавию. Они пишутся со строчной буквы. Ну, допустим, у нас есть они, и мы их пропишем. Это с порубежной глубинки. Угу. Далее, $F. Первые сведения об ответственности. Вносятся сведения об авторах или других ответственных лицах или организациях. Сведения приводятся в том же виде и в той же последовательности, как даны в источнике. Лица или организации однородной ответственности разделяются запятыми. Допустим, у нас есть автор Александр Лесков. Мы его сюда пропишем. При наличии 4 авторов прописываются все авторы. При 5 и более мы прописываем только первых 3 и в квадратных скобках указываем и «др» и другие. Пример я покажу вам попозже. Параллельно у нас вот этому подполю $F заносятся сведения в 700 поле. Имя лица, первичная интеллектуальная ответственность. Мы к ним еще подойдем, и разберем более подробно. Сейчас пока просто укажу. Угу. $G. Последующие сведения об ответственности. Поле содержит сведения о лицах, принимавших участие в создании публикации статьи, но не являющихся авторами. К числу таких лиц относятся переводчики, составители, художники, редакторы, фотографы и так далее. Сведения указываются в том виде, в каком приведены в статье. Если нет сопровождающих слов или фраз, то мы их прописываем в квадратных скобках. Так как у нас фотографии, давайте и решим, что у нас есть там фотограф. Например, фото Анастасии Чащиной. А сведения из $G также параллельно заполняются уже в 702 поле. Имя лица, вторичная индивидуальная ответственность. Мы к нему тоже придем. Если в одной группе последующих сведениях об ответственности более 2 лиц или организаций, то указывается первое лицо, первая организация и с добавлением слов в квадратных скобках и «др» и другие. Организация считается одной вместе с вышестоящей организацией структурное подразделение, если они как бы связаны. Например, у нас даны там сведения Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Национальная библиотека Республики Коми. Это будет считаться как одна организация. И если мы внесли в последующие сведения об ответственности организацию, то эта организация еще должна быть отображена в 712 поле. Наименование организации, вторичная интеллектуальная ответственность. Если эта организация считается коллективным автором, то она будет отображена в 710 поле. Первичная интеллектуальная ответственность. Далее, что здесь еще есть? $H обозначение и номер части, если есть номер части, и $I наименование части, если она есть. Далее мы переходим к 517 полю. Другие варианты заглавия. В данном поле отражаются заглавия произведений, фрагменты заглавий, заглавия отдельных частей статьи, заглавия из подборок стихотворений, рассказов и тому подобное, если они могут использоваться в дальнейшем для поиска. 517 поле у нас повторяется для каждого заглавия отдельно. Заполнение данного поля посмотрим чуть позже на примерах. И сейчас перейдем как раз к 700 полям, которые у нас связаны непосредственно вот с 200. 700 поле, имя лица, первичная интеллектуальная ответственность. Мы вводим как раз туда автора.
Для начала мы вводим начальный элемент в подполе $А. Это может быть либо фамилия, либо имя. К примеру, да, мы, конечно, знаем, что у нас есть автор, у нас Александр Лесков. Ну, я вот покажу, например, если бы этим автором был бы Иван Куратов. Мы прописали начальный элемент, фамилию, и сразу мы должны проверить в авторитетном файле наличие записи на Ивана Куратова. Что мы для этого делаем? Мы нажимаем левой кнопкой мыши, поиск в авторитетном файле, и вот единый авторитетный файл, одна запись. Открываем, как раз он нам и нужен. И нажимаем кнопочку «Связать». Стала такая запись. И мы должны эту запись закрыть, мы должны дать функцию автору. Это мы делаем с помощью $4 код отношения. Мы выбираем ему функцию, он у нас автор, выбрали. Также мы должны проверить индикаторы. Здесь в данном случае нажимаем тоже левой кнопкой мыши и смотрим, чтобы имя лица было записано под фамилией, потому что мы как раз первый элемент у нас как раз именно Куратов, именно фамилия. Хорошо, если, например, у нас нет записи в авторитетном файле, мы вносим сами фамилию, например, у нас вот Лесков как раз Александр, проверяем в авторитетном файле, проверяем одна запись, здесь нет, здесь у нас писатель, он нам не нужен, закрываем. Мы должны тогда прописать вручную. $А начальный элемент ввода фамилия, $Б часть имени, кроме начального элемента ввода, это у нас инициалы. А точка, $С дополнение к именам, кроме дат. Если есть идентифицирующие данные о виде деятельности автора, то мы заносим как раз в это поле со строчной буквы. Если данных несколько, то каждый признак заносится в повторяющееся подполе $С. Идентифицирующими признаками являются титул, звание, специальность и другие слова, связанные с именем автора. Также указывается идентификация авторов по возрасту или родству, например, отец, сын, младший, старший. К примеру, у нас культуролог. И мы здесь можем внести культуролог. Если бы мы знали, например, что он у нас еще и писатель, то мы бы продублировали подполе $С и написали писатель. Что еще здесь можем заполнить? Мы можем заполнить подполе $D римские цифры, ну, например, Николай II. Ну, здесь в данном случае нам это не нужно. Также мы можем внести даты, если мы знаем. Вносятся годы жизни автора, например, 1900-1954. Если же у нас этот человек жив, то мы вносим только первый год рождения, 1968, и дефис, и так и оставляем. Далее, $Г расширение инициалов личного имени Александр. $П место работы, если мы знаем, можем указать. И код отношения мы придаем функцию этому человеку, он у нас автор. И также мы можем проверить индикаторы, записано под фамилией, все верно. 701 поле. Имя лица, альтернативная интеллектуальная ответственность. Заполняется по аналогии с 700 полем на 2, 3 и 4 авторов. Поле повторяется. 702 поле. Имя лица, вторичная интеллектуальная ответственность. Заносятся сведения о редакторе, составителе, переводчике, интервьюере, фотографе и так далее. Заполняется также по аналогии с 700 полем. Ну, раз у нас есть фотограф, то давайте внесем данные сюда. У нас Чащина. $Б инициалы Анастасия. $Г раскрытие, расширение инициалов Анастасия. Код отношения мы тоже открываем и ищем функцию фотограф. Нашли, отметили. Индикатор единичка по фамилии, все верно. 710 поле.
Наименование организации, первичная индивидуальная ответственность. Ну, заносятся данные, как я уже говорила, если организация рассматривается в качестве коллективного автора. Ну, допустим, учебно-методические центры, там какой-нибудь, допустим. И мы, когда внесли, мы также должны нажать $4, выбрать функцию «Автор» и проверить индикаторы. Она является постоянной или временной организацией. В данном случае у нас постоянная. Нажимаем «Ок». Ну, здесь мы его уберем, потому что у нас нету организации, у нас только автор. Так, сейчас мы рассмотрим несколько примеров. По заполнению полей как раз вот 200, 517 и 700. Мы видим в 200 поле название, 2 автора, $F, первое сведение об ответственности. Как раз в 700 поле у нас внесены данные о первом авторе, и в 701 альтернативная ответственность мы внесли второго автора. Второй пример. В заглавие в $А внесено название статьи, дан автор $F, $G как раз вот последующие сведения об ответственности у нас внесен интервьюер, то как раз у Сергея Батаева у нас интервьюируемый получается. И так как это разные функции, у нас еще повторяется подполе $G, и мы прописываем, что там есть у нас фотографии и чьи они. 517 поле, другие варианты заглавия я вам показывала, как раз вторая часть отсекается, и она прописывается сюда. Делается точка доступа поиска на именно вот вторую часть. В 700 поле мы внесли интервьюируемого и тоже указали ему функцию, выбрали из списка. И в 702 полях мы их продублировали, мы ввели интервьюера и 2 фотографов. И тоже дали им функции. Такой пример. 7-й международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». У нас есть 4 автора и есть еще 4 автора интервьюируемых и 1 интервьюер. В 517 поля мы прописали все варианты возможного заглавия. Мы с римских перешли на арабскую цифру и также прописали ее полностью, чтобы человек мог найти и в таком варианте, и в таком варианте, ну и естественно в таком. Когда у нас 4 автора, в данном случае 4 интервьюируемых, мы никого не заносим в 700 поле, в первое, ну, чисто в 700, мы их всех указываем в 701. И в данном случае у нас как раз будет запись под заглавием, а не под заголовком. Интервьюера мы занесли в 702. Следующий такой пример. Название, авторы, их 5 человек. И как раз вот мы прописали только первых 3 и др, и всех их занесли в 701 поле. И тоже у нас запись будет под заглавием. Еще такой пример. Название. $D у нас параллельное заглавие на английском языке дано. $F первое сведение об ответственности, и также у нас есть автор предисловия, который мы занесли в последующие сведения. 700 и 702. И тоже дали даже функцию, там есть такая, автор предисловия. Такой пример. Название, есть часть, мы ее указали, и кто у нас подготовил эту статью. В 517 в другие варианты заглавия мы сделали точку доступа еще начиная с фамилии, чтобы можно было найти на фамилию эту запись. И так как у нас это не автор, а составитель, мы его указали в 702 поле. Несмотря на то, что он у нас здесь в 702 поле, здесь в 200 поле он у нас заносится не в $G, в последующие сведения, а в $F. Это в инструкции тоже написано. Такой пример. Заглавие, кто беседовал. В данном случае мы Александра Кунина не
дублируем в подполе $F, потому что он и так уже здесь указан, это уже не нужно. 517 поля мы также отсекаем с фамилии и даем такой вариант. И еще выделяем составную часть после двоеточия и также прописываем его здесь. В 700 поле мы делаем первичная индивидуальная ответственность, как раз вот делаем на автора интервьюируемого, и в 702 поле на интервьюера. И даем им функции. Хорошо. Пошлите дальше. 300 поле. Общие примечания. В поле заносится информация о заглавии оригинала, с которого сделан перевод, о подлинном имени автора, раскрытом псевдониме, об иной форме имени автора, об издании, с которого сделана перепечатка, о языке текста, о посвящении, о продолжении или окончании статьи, о рецензируемом издании и тому подобное. Для каждой группы примечаний добавляется новое 300 поле, слова сокращаются, естественно, по ГОСТу. Давайте посмотрим на примере. Какие могут быть у нас примечания, общие примечания? Вот на каком языке? Автор текста не указан, подписано или вас. Рецензия как раз здесь может быть прописана. И то, что у статьи есть еще, то, что статья является продолжением какой-то другой, у нее есть начало в другом номере. 320 поле. Примечание о наличии в ресурсе библиографии указателя. Нажимаем подполе $A и выбираем из выпадающего списка, сколько источников там предложено. Мы можем написать их в скобочках, например, 32 названия. И когда пользователь увидит, что там аж 32 источника, он, может быть, даже возьмет эту статью, если она подходит как раз к его теме, по которой теме он ищет информацию. Хорошо. 327 поле. Примечание о содержании. В подполе заносятся заглавия стихотворений, заметок и так далее. Каждое новое заглавие заносится в новое подполе $A. Если у произведения есть автор, то он указывается после заглавия через косую черту с пробелами до и после. Обязательно создается точка доступа. Также в 517 поле другие варианты заглавий. Давайте покажу на примере, чтобы было понятнее. Вот, к примеру, в статье есть 3 раздела, они каждый прописывается через подполе $A. Когда мы их прописали, мы в 517 поле, в других вариантах заглавия, также дали им функцию. И вот есть у нас даже тут года. 330 поле резюме или реферат. В это поле заносится аннотация, составляется по ГОСТу реферат, аннотация, общие требования. Слова словосочетания не сокращаются. Мы здесь просто напишем, что аннотация, чтобы нам было потом понятно, где она будет видна. 461 и 463 поля. 461 поля, как мы видим, здесь нету, мы его можем добавить во вкладочке «Поля» в этой кнопочке и из списка. И мы выбираем. Если оно нам, конечно, нужно. Бывает, оно и не нужно. 400, еще даем мы индикаторы. Индикатор не берем, не формировать примечание. Окей. 461 поле присутствует только в описании статей из газет, из журналов, из многотомных изданий и продолжающих изданий. 463 поле присутствует во всех этих же видах, но к ним еще добавляются статьи из однотомных изданий. Сейчас вам покажу разницу. Давайте для начала, для примера, заполним для статьи из периодического издания. 461 поле. Мы его открываем с помощью левой кнопки, и здесь есть такая кнопочка «Редактировать встроенную запись». Открываем. Мы заполняем на общую часть и вносим сведения в 200 поле, заглавие «Сведения об ответственности». Так как мы выбрали, что это у нас периодическое издание, давайте введем название журнала, например, «Дом культуры». Ввели. Вставить. То есть 461 поле, оно более глобально.
на журнал, а 463 мы сейчас заполним на конкретный номер этого журнала. То же самое, редактируя встроенную запись. Здесь мы заполняем 200 поле $, страница. $F это у нас обозначение тома, но здесь мы вносим страницы. Например, страницы там 5-10, ну 19 пусть будет. И еще заполняем год в 210 поле. Публикация, распространение. 2021 год. Ставить. Все, мы заполнили данные этих полей на статью из номера 11 Дома культуры. Если берем однотомное издание, то 461 поле нам не нужно, нам нужно только 463. Так как это однотомное издание книги из нашей библиотеки, мы его найдем через электронный каталог. Мы нажимаем кнопочку «Связать с». Можем ввести название. Так. Связать с. Можем ввести название, но мне легче будет ввести по инвентарному номеру. 300. Искать. Мы нашли как раз тот сборник, который нам нужен. Нажимаем «Связать». Мы связали. Сюда мы еще вносим страницы. Это в 200 поле. То же самое, что в периодических, на статье из периодических изданий, $V. И прописываем страницы. Например, страница 5-10. Ставить. Все, мы заполнили. Если же у нас статья из продолжающего издания или из многотомного, то мы в 463 поле тоже даем на конкретную часть, на конкретный сборник. То же самое, связать с. Здесь я дам уже другой у нас. Искать. Мы нашли. Нам нужен вопрос русской литературы, но нам нужен конкретный выпуск, выпуск 1, который вышел в 70-м году. Мы на него нажимаем кнопочку «Связать» и прописываем страницы. Не забываем. 5-10. Ставить. Сделали на конкретный выпуск. Здесь мы 461 поле делаем на общую часть. То же самое «Связать». Так, искать. Мы нашли этот конкретный выпуск. Здесь есть функция «Входит в». Нажимаем на нее. И это у нас общая часть этого издания. Этих изданий. Вот различные выпуски. Здесь вот прописано. Нажимаем «Связать» и «Вставить». 461 поле в итоге у нас на общую часть, 463 на более конкретную. Хорошо. 470 поле рецензируемый, реферируемый документ. Нажимаем тоже «Редактировать встроенную запись». Вносим сведения о рецензируемом документе. Заполняем поле 200. Например, рецензия была написана на сказку о рыбаке и рыбке. Ага. Так, и в 700 поле мы вносим автора. Проверяем его также по аналогии в поиске авторитетном файле. Нашли запись, связали. Угу. И вставить. Вот мы дали запись. Хорошо. Здесь еще внутри нужно будет отредактировать индикаторы. Индикаторы смотрим. В заглавии у нас здесь является точка доступа, окей. А здесь у нас индикаторы введено под личным именем или под фамилией. Здесь выбираем под фамилией. Ставить. Индикаторы все в инструкции есть, так что не пугайтесь. 600 поле. Имя лица как предмет. В это поле мы заносим сведения о персоналиях. Поле содержит имя реального лица, а также вымышленного образа, литературного персонажа. Кроме этого заносятся фамилии авторов, составителей рецензируемых произведений. Но так как у нас рецензия на сказку, давайте внесем сюда Александра Сергеевича. Вводим начальный элемент, поиск в авторитетных файлах, одна запись, нашли, связали. Так, повторим поле. Если нету у нас данных в авторитетном файле, то есть по аналогии как с 700 полем, где мы заполняли делали запись на автора, мы можем внести все вручную.
Давайте еще попробуем. Например, нам нужно сделать точку доступа на Юрия Долгорукова. То есть как будто бы в этой статье была информация о нем. Поиск в авторитетном файле, 41 запись. Проверяем, ищем. Нашли. Связали. В этом случае мы проверяем индикаторы обязательно, и должно у нас имя лица вводиться под личным именем, потому что мы точку доступа сделали именно на Юрия. Здесь у нас на фамилию Пушкин, здесь все правильно. Так. Например, если мы... Вот, еще одна персоналия. Людовик 15. Давайте попробуем. Поиск в авторитетном файле. 2 записи. 15 здесь нету. Так, сейчас я сразу тут себе выделю. Вот это мы закрываем и должны прописать вручную. Что еще тут? Дополнение к именам. Он у нас, например, французский король. И римские цифры мы можем указать, что он у нас 15. Так как мы ввели вручную, мы должны выбрать $2, подполе $2 источник данных, и нажать на локал. Используется нестандартный список кодов. У нас этот $2 присутствует везде. Вот здесь, например, присутствует, но здесь вот единый авторитетный файл. А здесь у нас как раз то, что мы его внесли вручную. Проверяем индикаторы. Здесь все верно, под личным именем. Хорошо. Если бы мы вносили бы данные вручную, то делали бы по аналогии с 700 полем. Например, там Иванов, там Александр, там все, может быть, дополнение идентифицирующий признак, может быть, там даты, расширение там имени прописали. И когда мы вручную все данные занесли, то мы выбираем тоже $2. Используется нестандартный список кодов локал. И здесь проверяем индикаторы, то в этом случае он уже вносится у нас под фамилией, под Ивановым. Хорошо. 601 поле. Наименование организации как предмет. В поле вносятся сведения о постоянных и временных организациях и варианты их написания, которые являются объектами рассмотрения в статье. После занесения начального элемента также мы проверяем в авторитетном файле, если там данные об этой организации. При наличии связываем. Например, Национальная библиотека Республики Коми. Поиск в авторитетном. 22 записи. Вот у нас вышла первая. Связать. Еще проверяем индикаторы в организациях. Постоянное или временное. Здесь у нас все верно. Постоянное. Так, к примеру, Эрмитаж музей. Поиск в авторитетном файле нету. Тогда мы прописываем вручную. Через запятую можем указать, что это у нас музей. Что еще здесь можем прописать? $У географический подзаголовок. Например, Санкт-Петербург. Так. И так как мы ввели вручную, мы также выбираем $2 локал. К примеру, нам еще нужно указать про то, что в статье была информация про исторический факультет Саратовского государственного университета. Мы его вносим. Саратовский государственный университет. Поиск в авторитетном файле нету. У нас есть подразделение, мы его вносим в структурное подразделение под поле $Б, исторический факультет. Так как мы внесли это все вручную, $2 локал. Мы должны в 601 поле прописать все варианты возможного поиска, поэтому мы можем тут просто скопировать. И как еще может пользователь у нас найти эту информацию? Он может ввести так: исторический факультет Саратовского государственного университета. А еще он может ввести
Исторический факультет СГУ. То есть все варианты мы в 601 полях прописываем. Угу. Если временная организация, у нас там было название «Канитель». Это у нас фестиваль творчества. Мы пишем «Канитель», фестиваль творчества. Почему в кавычках? Потому что для временных организаций это допустимо, и если это название, оно так и идет в документе, что с кавычками. Фестиваль творчества через запятую. А для временной организации мы еще можем указать порядковый номер. Например, этот фестиваль прошел у нас 6-й раз. Мы знаем, что место проведения он у нас прошел в Пензе. И также мы знаем дату проведения в 2021 году, например. Так как мы занесли все вручную, мы также отмечаем локал. И проверяем индикаторы. Это у нас временная организация. Фестиваль, да, является временной организацией. Угу. 602 поле. Родовое имя как предмет. Заносится информация о династиях, семьях и других родовых именах. После занесения проверяем в авторитетном файле. Например, Романовы. Поиск в авторитетном файле. Одна запись. Нашли, связали. Так. Например, далее Трубецкие. Поиск в авторитетном файле нету, и мы можем в скобочках указать, что это у нас дворянский род. $2 локал, так как внесли вручную. 605 поле. Заглавие как предмет. В поле заносится заглавие фильмов, картин, спектаклей, сценариев, произведений скульптуры, архитектуры, заглавие археологических памятников, а также заглавие художественных, философских, музыкальных и других видов произведений. Нам нужно внести данные о газете «Радуга». Вводим «Радуга». $D вид издания. Это у нас газета считается. И внесли вручную локал. Какие есть еще примеры? Так. Например, «Тысячелетие России» памятник, «Человек на Луне» фильм, «Налоговый кодекс», «Дмитрий Донском на Куликовом поле» картина. Здесь у нас дата публикации, в данном случае дата создания картины. «Лебединое озеро» балет, «Инстербург» замок. 607 поле. Географическое название как предмет. Содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов рассмотрения в статье. На несколько географических названий поле 607 повторяется. После занесения начального элемента проверяем также в авторитетном файле. Например, Республика Коми. Можем ввести Коми. Поиск в авторитетном файле. 223 записи. Так, выбираем, где у нас просто будет Коми Республика. Выбрали, связали. Ладно, поставим. Если... Что там еще можно выбрать? Например, нам нужно реку Печору указать. Можем Печора. Поиск в авторитетном файле. 4 записи. Так, город, город, город. Печора, река. Связали. Если же у нас данных нет в авторитетном файле, например, Болгария. Но проверили на всякий случай. 3 записи. Болгария, Россия, Россия, Болгария. Это нам не подходит. И у нас есть, например, конкретные века. То есть в этой статье есть информация про Болгарию 16-17 века. То мы пишем здесь Болгария и еще добавляем хронологический подзаголовок. 16 век и 17 век. И тогда читатель найдет и на 16 век Болгария это выйдет, и на 17, если он так ведет. Так как вручную ввели локал. Угу. Так, повторим. Либо скопировать поле, либо повторить. И, например, остров Врангеля. Как мы заносим Врангеля? Через запятую мы вносим остров, это остров. И еще можем в скобочках указать, что он находится у нас в Северном Ледовитом океане. Угу, внесли. Внесли это мы вручную, тоже $2 локал. Локал везде у нас употребляется в 600-х полях.
Врангеля остров, Северный Ледовитый океан. Если информация в статье есть про этот остров. 610 поле. Неконтролируемые предметные термины. Это ключевые слова. В библиографической записи обязательно присутствует не менее 3 ключевых слов, формулируются по ГОСТу. На каждый термин 610 поле повторяется. Ну, например, детские праздники. Дублируем, копируем поле, либо повторяем. И, например, там Рождество. В этой статье у нас есть про детские праздники, которые, например, проводятся на Рождество. Ну и так далее. То есть их должно быть не менее 3. Так, далее. Здесь у нас заполнено 927 поле. Дополнительные данные о документе. Открываем подполе $А, вид документа, и выбираем из выпадающего списка нужное значение. В данном случае мы начинали запись на статью из сборника «Однотомник», но потом в 461 и 463 полях мы сделали как продолжающее издание. Давайте тогда поменяем, сделаем уже как продолжающее издание. Ой, выпуск продолжающее издание. Ага, отметили. 929 поле. Признак краеведения, редкого издания. Открываем подполе $А и тоже из выпадающего списка выбираем нужное значение. Местный автор о коме, местный автор не о коме и так далее. Есть инструкция по заполнению этого поля, можно будет с ней ознакомиться. Но в данном случае у нас нет связи с коме, поэтому мы не будем его указывать. Хорошо. Так, и когда мы ввели все данные, мы нажимаем кнопку «Записать». Мы можем проверить снова все эти данные, все ли правильно заполнено. Если что-то неправильно заполнено, то электронный каталог вам об этом укажет и скажет, где что подправить. А если все верно, то мы нажимаем кнопку «Запись готова». Но я сейчас нажимать не буду, потому что у меня здесь много всего. Так, давайте мы закроем, и мы найдем эту статью. В этой нашей базе мы уже заглавие источника выбираем, а заглавие. Так, она у нас, статья называлась «Притяжение коми Земли» называлась. Давайте «Притяжение коми». Идет. Нашел. У нас уровень записи не законченный, так как я не нажала кнопку «Запись готова». И вот мы можем посмотреть, как это выглядит. Автор, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, сам автор, последующие сведения об ответственности, кто фотограф. Текст изображения, мы решили, что там у нас статьи в одинаковых частях, фотографии и текст. Сборник в целом, также у нас тут есть на выпуск. Библиографию мы вот увидели, ключевые слова, которые здесь будут прописаны, аннотация, которую можно будет открыть, и местонахождение источника статьи мы нажимаем, и как раз он правильно выходит на оба источника, и на целую часть, и на конкретный выпуск. Так, хорошо, чуть-чуть времени еще есть, я здесь не все примеры еще показала. Давайте тогда посмотрим еще здесь примеры на 600 поле. Раз у нас осталось немножко времени. Это поле у нас заполняется на персоналии. Смотрите, у нас дана фамилия $А, $Б даны инициалы, год. Этот человек у нас еще жив. Раскрытие инициалов, локал. Внесли вручную. Если у нас такое сложное имя Жан-Батист, то он здесь тоже прописывается с дефисом. У него есть года рождения, есть даже идентифицирующий признак, что он государственный деятель. Третий вариант фамилия, инициалы. Есть приставочка такая фон, она добавляется к имени, и здесь тоже Герман фон прописывается. Например, Юлий Цезарь, римский император, и вот он жил до нашей эры, в таких-то годах. Или, например, Илья Муромец, это у нас святой, и мы здесь прописали, сделали дублирование подполя С и прописали полностью. Угу. Хорошо.
Я понимаю, что я рассказала постаралась рассказать очень быстро, что материала много, что информация кажется с первого раза не очень простой, может быть, даже совсем сложной. Но я уверена, что теперь с инструкцией вы сможете самостоятельно попробовать и создать уже грамотную библиографическую запись на составную часть ресурса, на статью. Просим вас заполнить карты обратной связи. Если у вас есть вопросы, вы можете их написать на почту, либо позвонить, я на все отвечу. Если вам нужна эта презентация с примерами, мы можем вам выслать, вы нам только сообщите. Если вам нужна запись видео, мы также можем ее выслать вам, если вы попросите. Так, на этом у меня все закончилось. И если у вас есть вопросы, я могу еще немножко уделить времени. Так, мы видим первый вопрос. Если автором является организация, то в 200 поле что нужно указать? Так, вернуться. Показ экрана у тебя выключен, если что. Экран. Показ экрана у тебя выключен. Так, сейчас включу снова экран. Совместный доступ, да? Ага. Так, поиск. Мы нажимаем редактировать. Если у нас в 200 поле как раз организация является коллективным автором, то мы здесь так можем и написать. Например, Национальная библиотека Республики Коми. Это зависит от того, как прописано у нас в статье. Там Национальная библиотека, может быть, там Национальная библиотека РК, либо там может быть методический отдел Республики Коми. Если это в статье так указано, то мы так и прописываем. Методический отдел Национальной библиотеки, например. Мы указываем так, как дано в статье. Уже в подполе $F первые сведения об ответственности, и тогда у нас этот автор, коллектив авторов занесется в 710 поле первичная интеллектуальная ответственность, как раз наименование организации. Ключевые слова с прописной или строчной. Мы ключевые слова прописываем со строчной буквы. На книге мы прописываем с прописной. Там свои особенности. Поле 105 обязательно. Поле 105 данные из этого поля видит пользователь. Если там есть, например, иллюстрации, фотографии, это может быть ему пригодится. Поэтому я очень рекомендую его заполнять. К примеру, там дана какая-нибудь статья о каком-то государственном деятеле, и там написано фот, который мы прописали в 105 поле, то, может быть, человек захочет как раз посмотреть на как этот человек выглядит. Так что я рекомендую его использовать. Так, есть еще вопросы? По 200 полю везде по-разному пишут авторов. Фамилия, имя или все инициалы. И еще раз повторюсь, в 200 поле мы заполняем так, как дано в статье. Если там указано, например, где у нас 200 поле, там, А Чупрова, то мы ведем, так и ведем А Чупрова. Если там введено Чупрова А, то мы так и ведем Чупрова А. Если там введено Чупрова АН, может быть такой вариант. Если Анастасия Чупрова, Анастасия Чупрова, Чупрова Анастасия. Все так, как введено, как дано в статье. $F в подполе 200 заполняется, как дано в статье. Иногда запятой, иногда без. Все как в источнике, запятую тоже. Запятую тоже. А если в инициалах... Нет, в этом случае мы все равно все указываем с точками, мы запятую не ставим. Мы сюда, вот так вот, как спросили, мы так не проставляем. Мы без запятых, только инициалы с точками. Запятая в этом случае не нужна. Так. Еще есть вопросы? Вопросов у нас нет.
Если что, еще раз покажу вам почту, если вам нужно. Если что, обращайтесь. Заполняйте карту обратной связи. Буду очень рада вашим отзывам. Все, всем спасибо, всем до свидания.